что, сегодня моя тема проповеди называется «Выйди из своей палатки». Вот такая вот красивая палаточка, и мне Даша попросила, чтобы я упомянула. Вчера в Братиславе был вечер, ночь музеев, кто был? Вот мы были с командой, да, это было замечательно, здорово, и как раз мы видели, там, конечно, была покрасивее палатка, да, но там была палатка похожая, вот, поэтому обязательно наблюдайте, и то, что в Братиславе много чего происходит, поэтому постарайтесь не пропускать такие события. Итак, я хочу начать с того, что ключевое место из Писания сегодня это будет Бытие. И так в прошлый раз, кто помнит, о чем пастор проповедовал, он говорил про Авраама, и он тоже упоминал это место из Писания, и я такая говорю, ой, как так получилось, то, что я пастору дала тему еще задолго до того, как, вот, и я такая, ой-ой-ой, о чем же я буду говорить, если очень похоже. Вот, но я верю, что Бог приготовил что-то особенное сегодня для вас. Я хочу прочитать Бытие, это 11 глава. Это как начинается вообще путь Авраама. 11 глава, 31 стих. У Тераха, это папа Авраама, родился Авраам, Нахор и Аран. У Арана родился Лот, когда его отец Терах был еще жив, Аран умер, простите, пожалуйста, да, Аран умер в Уре-Халдейском земле, где он родился. Авраам и Нахор взяли себе жен. Жену Авраама звали Сара, а жена Нахора Милка, она была дочерью Арана. Отца Милки и Иски, это вам очень важная информация, запоминайте. Сара была бесплодна, и у нее не было детей. Терах взял своего сына Авраама, своего внука Лота, сына Арана и свою невестку Сару, жену Авраама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но, дойдя до Харана, они поселились там. Терах жил 205 лет и умер в Харане. Как начинаю, я, знаете, скажу честно, что я обратила внимание на эту деталь, когда у нас был пастор Полетаев в гостях с Ужгорода, потому что я, когда читала эту историю, я забывала этот момент, что Авраам вышел не потому, что он захотел, да, а потому что изначально его отец вышел из этой земли. По сути, знаете, путь начал не он, а его отец. Я такая, ого, это получается, что папа такой вышел, говорит, все, ребят, я на небеса, а вы тут разберитесь. Вот. И я такая, интересно. И маленький моментик такой, знаете, я просто хотела понаблюдать, как двигался Авраам на карте мира. Ур-Халдейский, кто-то не знал, это находится, это Южная Месопотамия, это современный Ирак. Это я такая, ого, кому это, возможно, интересно. Я попросила ChatGPT, чтобы он нарисовал мне карту, но он отказался. Вот. Поэтому я не знаю, как пастор это делает. Вот, но вот. И знаете, я хочу просто сделать акцент сегодня на том, что, знаете, Бог всегда, Он, когда проговаривает к человеку, и Он говорит о действиях. И дальше мы читаем то, что когда Господь сказал Аврааму, оставь свою страну, свой народ и отцовский дом. Хотя на самом деле это не была его страна. Но если мы говорим, да, это уже просто, я вижу это так, что он вырос, он основался, да, например, кто-то из нас может приехать в Европу, уже ты вроде привык, да, вот типа там Братислава, как я это вижу. Вот уже и дети пошли в школу, выучили язык, там уже, а если мы говорим про Авраама, он прожил очень много лет там, 75 лет. И Бог говорит ему, оставь свою страну, свой народ и отцовский дом и иди в землю, которую я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну тех, кто проклинает тебя. И через тебя получат благословение все народы на земле. И Авраам отправился в путь. Я сегодня хочу, почему называется моя тема «Выйди из своей палатки», я сегодня хочу говорить про обетования, которые Бог говорит в нашу жизнь. В прошлый раз пастор говорил про заветы, и он говорил о том, что как важно нам соблюдать то, что мы обещаем Богу. Я сегодня хочу поговорить, давайте, или так предтема, или после, как хотите, рассматривайте. Вот, я хочу поговорить о том, чтобы у каждого из нас должно быть слово от Бога, которое будет двигать нас. Потому что мы, как христиане, мы не можем двигаться откровениями пастора, лидера,
У каждого из нас должно быть то слово, которое будет побуждать тебя к действиям. То слово, которое будет напоминать тебе о том, что Бог великий. Знаете, это наше личное откровение и наше личное обетование от Бога. И я хочу сегодня сделать акцент на том, что если до сих пор ты, не знаю, пришел к Богу там, год назад, полгода назад, и ты чувствуешь, что все, что есть в твоем сердце, это учение за кафедрой, да, или откровение твоих родителей, или же откровение твоих лидеров, взывай к Богу, чтобы Бог проговорил это слово в твою жизнь, потому что мы не сможем двигаться дальше, мы не сможем достигать. И знаете, самые сложные моменты нашей жизни, почему я взяла сегодня историю Авраама, это одна из моих любимых историй, потому что путь Авраама нелегкий. Мы знаем, пастор часто проповедует об Иосифе, я сегодня буду говорить про Авраама, о том, что Авраам, мы будем смотреть дальше, изучать его историю, что Исаак, обещанный, да, родился спустя 25 лет. 25 лет жизни. Это очень длинный промежуток. И знаете, даже если мы говорим то, что люди раньше жили там, больше лет, это много. Вот. И я не знаю, и мы будем смотреть дальше, что как важно было Аврааму иметь это слово от Бога, чтобы двигаться дальше, не разочароваться, чтобы в самый сложный момент его жизни оно напоминало и, знаете, давало ему этот стимул к жизни. Да? Я просто, знаете, как примеряю на себя, что как для меня важно, что в моей жизни есть то слово от Бога, которое Он однажды сказал мне, когда мне там было 15 лет, 16 лет, 17 лет, и оно до сих пор будоражит меня, да, когда мне сложно, Бог напоминает мне об этом, и поэтому я хочу, чтобы у каждого из вас было это слово от Бога, это обетование, которое будет в самые сложные моменты вашей жизни держать вас. Потому что Авраам, знаете, его жизнь очень сложная, он вышел сначала они вышли с одной земли, он выучил язык другой страны, потом Бог его опять выводит. И если мы посмотрим, у него это не конечная точка была, да, Бог его вывел, они проходили еще и Египет, дальше будем смотреть, да, и знаете, это как турагентство небеса. Вот, Бог прямо его провел из Ирака, вот, потом в Египет. Вот, Хараан, на самом деле, это древний город, и он находится на территории современной Турции. Так что уже можете рисовать себе. Ирак, Турция. Вот. И я хочу сказать, основная цель моей сегодняшней проповеди – это то, что о важности, да, обетования нашей жизни. И мы будем к этому еще возвращаться. Я знаю, что для многих слово «обетование» новое. Что такое обетование? Да? Это торжественное обещание, которое дает Бог человеку. Поэтому я хочу, чтобы у тебя в твоей жизни было это слово от Бога. Двигаемся дальше. Я говорила вначале за музеи, и я вспоминаю просто, тоже так вот вспомнила на днях о том, что, опять же, смотрела свои записи, и я про обетование Божье. Я как-то ехала. Когда я еще жила в Николаеве, я сама из Днепропетровской области, сейчас буду вам рассказывать историю своей жизни. Вот, я ездила долгое время автобусом из Марганца в Николаев, а это получается как, мы ехали с Марганца в Днепр, в Днепре у меня была пересадка в 3 часа ночи, и я сидела на вокзале около 3-4 часов регулярно, и потом уже с Днепра ехала через Кривой Рог в Николаев. Кривой Рог, дороги, все знают, да? Вот. И так этот маршрут, я не знаю, года 2-3, наверное, я так ездила регулярно. Вот. И я помню однажды, как по обыкновению, меня мама собирает в Николаев, я собираюсь, она такая говорит: Алина, возьми, вот, знаете, как мама, возьми то, возьми сё, возьми шампунь, возьми мыло, у меня же в Николаеве этого нету, вот возьми. И она такая мне в дорогу собрала тормозок, так и яблоки положила, которые я очень сильно люблю, вот, там какие-то еду, вот, и я сижу в Днепре на вокзале, как обычно, я приехала, у меня там последний автобус был в 11 вечера, и с 11 до 3 я сижу на вокзале, и там такая кофейня есть, ночные, и у меня была такая Библия с собой маленькая, вот, значит, у меня дома стоит такая
Ты сказала, нужно Библию брать. Я не взяла сегодня. Она такая старая, уже потрепанная. И я сидела, не знаю, я просто так решила почитать. Почему бы и нет? Сижу, читаю Библию, и тут заходит парень и садится рядышком. И мне внутри такое, нужно ему как-то попроповедовать. Я такая, ничего себе, Алина, что за мысли? Там 1:00 ночи, я сонная. И я такая, а как же начать разговор? Ну вот, это же, знаете, это все, ну кто знает, это так все, ну очень некомфортно. И я помню, что я такая, у меня есть яблоки. И я такая достаю, я достаю яблоки и такая подхожу, просто, это так, ну, я думаю, понимаете, это так, ну, стыдно. Я такая, добрый вечер. У меня вот есть яблоки. А можно, хотела поделиться. И тут парень такой, о, спасибо. И все, я такая, ладно. И сижу дальше, и такая демонстративно читаю еще Библию, знаете, прям так раскрыла, я думаю, может, он сам обратит внимание, что я с Библией сижу и начнет задавать вопросы. Нет. И я такая, слава Богу, что я разговорчивая. Я говорю, а куда вы едете? А он такой, а я еду в Кривой Рог. Я такая, о, так мы ждем один и тот же автобус. И он такой, а ты откуда? И мы, короче, разговорились, и в итоге оказалось, что он верующий. Я такая, давай яблоко. А вот он оказался верующим, и мы так разговаривали, он с другой церкви, ну вообще другая деноминация, вот мы начали разговаривать, естественно, мы сейчас готовимся там к лагерю, я такая, вау, к лагерю, и получается, там пару часов, естественно, прошли уже намного легче, я уже там, мы садимся в автобус вместе, я такая, я еду не одна, хоть там пару часов, и то уже компания, все равно приятно, и мы с ним разговариваем за призвание. И он такой говорит, мне было на тот момент, я приехала в Николаев, мне было 20 лет, почти, вот мне исполнилось 20, и я такая еду и говорю, и он говорит, ты знаешь свое призвание? Я говорю, конечно, а ты нет? Он такой, нет. А говорит, а как ты такая молодая, ты его уже знаешь? Я такая, думаю, 20 лет, ну как бы куда? Там уже 20 лет, то церковь открывает. Для меня, знаете, просто из того, что в нашей церкви это нормально, да, говорить про призвание с раннего возраста. И он такой говорит, откуда ты знаешь? И я рассказываю то, что однажды Бог проговорил в мое сердце слово о молодежи. И говорю, я не знаю, я знаю точно, что спасение, молодежь — это то призвание от Бога для моей жизни. И он такой, вау, а как так? Вот, типа, что вот сколько ты сейчас переехала? Я как раз тоже переехала, я училась в Запорожье, я переехала в Николаев, вот как бы в помощь церкви, как на миссию, немножко другую, но тоже на миссию. Вот, я служила в другой церкви, и он говорит, а как, что побудило тебя, как? Я говорю, знаешь, Бог однажды проговорил в мое сердце, когда мне было еще буквально, мне 14-15 лет было, через служителя там, в воскресной школе. Но, знаете, нам часто пророчествуют в жизни и говорят, знаешь, я в тебе вижу это, я вижу в тебе это, но как важно, чтобы это сказал тебе Бог. Потому что если бы все закончилось на то, чтобы просто служитель воскресной школы что-то рассмотрел во мне, оно бы и закончилось, знаете, тем, что, просто он там что-то увидел во мне, да, вот, просто любит меня, поэтому так поощряет. Но как важно, чтобы это слово в твою жизнь проговорил Бог. Потому что когда Бог говорит, когда Он говорит в твою жизнь, никакие обстоятельства, кто бы что бы пришел, он начал не говорить, оно не поколеблет твою веру, потому что то, что говорит Бог, аминь, я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю, потому что это Бог. Поэтому как важно, чтобы в нашей жизни было слово от Бога, потому что обстоятельства приходят, и не знаете, так получилось, что когда я жила в Николаеве, вся моя семья, она не понимала, и до сих пор не понимает, что я делаю в Братиславе, но это другое. Вокруг люди говорят, зачем тебе это? Ты можешь жить там, ты можешь делать это, и приходят обстоятельства, ты начинаешь колеблиться, да, вот. И знаете, и почему мне нравится история Авраама, потому что Бог за всю его жизнь говорил к нему 9 раз. Он жил почти 100 лет. Честно, это мало. Это мало, 9 раз. Я, знаете, Бог никогда 2 недели не отвечает, я такая, я не поняла. А как так? 9 раз всего лишь Бог проговаривал к Аврааму. И знаете, что его держало, это слово от Бога. И знаете, мне нравится, что Бог каждый раз, в самый сложный момент его жизни, Он приходил и напоминал ему. Знаете, Он не говорил что-то новое.
Он говорил ему то, что однажды он сказал, что от тебя произойду тысячный народ. И уже спустя все 9 раз, которые были, это напоминание. Поэтому, если ты думаешь, во-первых, я знаю, что нужно быть готовым, то, что Бог будет открывать волю свою для твоей жизни постепенно. Если мы говорим про то, что когда Бог впервые проговорил к Аврааму, мне нравится то, что он вообще ничего не сказал про детей. Он ему сказал: возьми и выйди. И Авраам такой: yes. Вообще, да, послушание. Он вышел, и когда уже Бог проговорил ему про то, что он будет как отцом народов, да, это было Бытие 13 глава, когда Господь сказал после того, как Лот отделился от него: оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Посмотри на север и на юг, на восток и на запад, всю землю, которую ты видишь. Я дам тебе и твоему семени навеки. Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто может пересчитать пылинки, то твое потомство будет пересчитано. Иди, пройди по этой земле вдоль и поперек, потому что я дам ее тебе. И знаете, я точно знаю, что когда Бог берет тебя, когда Бог вложит в твое сердце, Он открывает вот настолько это вначале. Потому что, во-первых, мы не можем всего вынести, да. И как, знаете, и мне нравится, что у нас с Богом такой как квест, потому что мы каждый раз, год за годом, знаете, как мы открываем новую опцию. И ты такой: вау, Бог, в этом году я буду это делать, а на 5 лет я буду это делать. И знаете, во-первых, Бог снаряжает нас 100%, я думаю, это другая проповедь о снаряжении. Сегодня я хочу сказать о обетованиях, о том, что нам хочется здесь и сейчас. Бог, покажи мне 20 лет, план, как бизнес-план, 5 лет школа, 5 там, колледж, да, там, не знаю, библейский, например, дети, замуж, не знаю, бизнес, неправильно, да? Сначала замуж, потом дети. Так можно порезать, короче. Вот, поэтому, и знаете, очень важно быть готовым, потому что Бог будет действовать и открывать многие вещи постепенно. Но нам нужно это слово от Бога. Я буду, знаете, регулярно сегодня говорить о том, что обетование, слово Бога, будьте готовы. Это не тавтология. Это потому что очень важно и сильно иметь то слово, которое будет гореть в тебе, которое будет мотивировать тебя. Я хочу также... Я Валинке сказала, что она подготовилась. Вот. Я просто читала сейчас один роман, он о корейско-японской войне. Кто-то, может, слышал, это «Починка», вот, и он такой больше художественный, но там очень интересно показаны, там нету каких-то, знаете, героев, которые жили в настоящее время, да, потому что это вымышленные герои, но очень хорошо показана сторона именно влияния, именно когда Корея еще была не разделена, это оккупация Японии, вот, и история о том, как проповедник, он с Кореи, но он был евангелистом, он был пастором пресвитерианской церкви, и они с семьей выехали в Японию. И там показывается, как о гонении христианства в Японии в того времени. Есть два, если говорим про историю Японии, вообще христианства, было время, когда просто находили и расстреливали, издевались, да, и был прям запрет. Но было вот как раз, он поехал в то время, когда уже, знаете, разрешили, но постоянно наблюдения были, постоянно, знаете, как КГБшники ходили, наблюдали, что проповедуется. И это было, на самом деле, каждый пастор очень сильно фильтровал то, что говорил со сцены. Вот. И там очень трагичная история, на самом деле, это проповедника, там нету хэппи-энда. Из того, что он верил в Бога, он был верный, знаете, он попал в тюрьму, и, в общем, страшные вещи происходили. Но я о чем говорю? О том, что мне нравится, что в этой книге, это не христианская книга, я насчитала больше 10 или 15 мест из Писания. Потому что я не знаю, честно, я знаю, что эта писательница, она не христианка, поверьте, там нету... Я думаю, знаете, она сама не ведая того проповедовала Бога, потому что каждый раз, когда были эти потрясения, когда сидел этот пастор в тюрьме, то, что, как он учил своих детей, там в этой книге показано 4 поколения. И у всех у них корейцы были там именно Ноа, Соломон, Моисей, очень корейские, да, имена.
Вот, и тоже очень японские. И знаете, и мне так нравится, что он, несмотря во всех этих обстоятельствах, он, кстати, цитировал Писание. И я такая, я читала книгу вообще, я не ожидала. И я такая, как важно, знаете, когда есть это слово, которое в самые темные времена, оно приносит свет и дает надежду. И для меня это 100% важно, потому что у меня были процессы с операцией. Я думаю, что когда началась война, нам всем нужно было слово от Бога, за которое мы должны были держаться. Вот. И я, пользуясь случаем, хочу сделать рекламу нашего книжного клуба. Вот, вы можете... Вот, потому что, знаете, я повторюсь, я рада, что в нашей церкви столько всего происходит, поэтому, если вы любите читать, вы можете присоединиться. Мы читаем и делаем обзоры на книги, которые мы прочитали каждый месяц, вот, и да, я на этом закончу. Вот, придите, посмотрите. Вот, поэтому я говорю, что мне нравится, что и таких очень много историй, и не только в Библии, когда люди знали обетование и Слово Божье, которое держало их в самые темные места, в самых темных местах. Да? Если мы говорим, там очень много историй исторических, я не буду сейчас об этом говорить, потому что я сегодня говорю про Авраама. Вот. И я хочу еще сказать одну фразу, точнее, может, не фраза, может, даже место из Писания. Это ключевое, которое я хочу сегодня говорить. Это Бытие, 15 глава. После того, как Бог обратился к Аврааму в видении, это мы уже говорим о том, что прошел какой-то промежуток времени, вот, Авраам уже попутешествовал еще немножко, вот, они уже были в Египте, вот, и Бог говорит ему: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Но Авраам сказал: «О, владыка Господь, что ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и мое имущество наследует Елизар, это и из Дамаска?» Авраам добавил: «Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником». В ответ было ему слово от Господа: «Он не станет твоим наследником, от семени твоего будет тебе наследник». Он вывел его снаружи и сказал, в синодальном переводе это «он вывел его из палатки». «Взгляни на небеса и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». И сказал ему: «Таким будет твое потомство». Авраам поверил в Господу, и он менил ему это в праведность. И еще он сказал: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю». Почему я выбрала тему проповеди? На самом деле, это не мое название проповеди и не чата GPT. Это проповедь, которую я услышала, я не знаю, мне было лет 14-15, наверное, и настолько это запомнилось мне, знаете, это было моим обетованием от Бога в моей жизни. То, что мы можем получать обетование от Бога, знаете, мы можем видеть, но как в нашей жизни есть ограничители, которые не позволяют. И знаете, у Авраама это была палатка. И чтобы Богу показать то величие, то, что Он приготовил ему нужно было вывести его из этих обстоятельств, и чтобы он посмотрел на небо, посмотрел на звезды, посмотрел на этот песок, да, вот. И знаете, мне нравится, что Бог не просто так, знаете, Он не выбрал какое-то там событие, которое происходит раз в 1000 лет, да, там какая-то комета пролетела, то, что Он может каждый день выходить и видеть. И для меня это мое самое любимое место в Библии, потому что это слово, знаете, проговорил Бог в самый важный момент моей жизни. И когда мне очень сложно, когда очень трудно, я выхожу, честно, я выхожу на улицу, я гуляю ночью, я смотрю на небо и говорю: «Господь, Ты обещал, Ты обещал». И знаете, это то обетование, которое живет в моем сердце, которое меня вдохновляет, то, которое не дает мне остановиться, потому что если мы говорим про и призвание, про нашу жизнь, это движение, да, вот мы каждый день принимаем какие-то решения, и вот и как важно нам не останавливаться, нам нужно, и поэтому каждый раз, когда мне очень сложно, я выхожу и говорю: «Господь, да, Ты обещал, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты есть, Ты действуешь», и я хочу, чтобы так же самое в вашей жизни были эти места из Писания, чтобы в вашей жизни были эти напоминания от Бога, которые, знаете, будут окружать вас. Потому что честно, я не знаю, что бы я делала без Бога в такие самые темные моменты моей жизни. И знаете, я знаю, что есть такое выражение, что перед рассветом, да, наступает самое темное время суток.
И я так благодарна Богу за эти звезды, за месяц, которые, знаете, они всегда есть, как константа. Вот. Это и романтично, с одной стороны, а с другой стороны, это очень сильно ободряет меня. Вот. И наши палатки в нашей жизни, знаете, это могут быть страхи, это могут быть сомнения, потому что это ограничители для нашего призвания. И я, когда только начинала, там, знаете, служить Богу, знаете, дьявол столько всего вспоминает в твоей жизни, что было до. И знаете, он просто, и он, знаете, он реально как вот, знаете, накрывает вуалью, да, вот, чтобы не дать, чтобы ты не видел то прекрасное, что есть вокруг. Он вспоминает то, что ты делал 5 лет назад, кем ты был, с кем ты разговаривал, кто что говорил, знаете, твои детские травмы, знаете, вот, хороший пример Моисей, да, который там был косноязычен, да, вот, дьявол, он использует все то, что есть, чтобы накрыть, да, вот, закрыть то обетование и напоминание от Бога. Поэтому, чтобы закрыть эти звезды, да, это небо в твоей жизни. И мы будем молиться сегодня об этом, что если ты чувствуешь, что в твоей жизни есть эти обстоятельства, которые сейчас, знаете, однажды Бог тебе проговорил, и Он дал, не знаю, откровение о твоем призвании, Он дал откровение о твоей жизни, о твоей судьбе, но в жизни появились эти ограничители, да, эти палатки, давайте назовем это палатки, да, то, что накрыло, то, что закрыло обетование Бога для тебя. Я хочу, чтобы мы сегодня молились, знаете, о том, чтобы и разрушать их, и выходить наружу, да, и видеть то, что Бог для тебя приготовил, потому что небо прекрасно, обетования Божьи, они для нашей жизни, и да, и аминь, это самое прекрасное, и то, что я каждый раз, знаете, мы вчера ходили по музею, мы просто восхищались тем, как Бог создал природу, и знаете, и человек — это единственное, давайте так, живое существо, да, на этой земле, которое может вдохновляться, которое может посмотреть и сказать: это красиво. И я благодарна Богу за то, что Он говорит через природу, через людей. Мы с Аней как-то разговаривали о том, что для нее, да, вот как бы она говорит, я ходила, и однажды поняла, что мне там нравятся закаты, да, вот, и там Мартина вчера ходила, фотографировала красивые наши братиславские закаты, вот, то, что найди, я не говорю сейчас за природу, найди то, что будет тебе напоминать о Божьих творениях, да, о Божьих обетованиях в твоей жизни, то, что будет тебя вдохновлять. Я так хотела что сказать еще по поводу палаток, наверное, за лагерь, но вот, но не буду. Вот. И также, знаете, мне нравится, что в истории с Авраамом, если мы понаблюдаем, я просто советую почитать эту историю. Понятное дело, мы не можем сейчас взять и на служении 3 главы прочитать. На самом деле, думаю, что мы просто прочитали бы, то мне можно было бы не проповедовать. Вот, что самый сложный момент, мне так кажется, в жизни Авраама, когда он уже был стар, были обетования от Бога. Бог уже вышел, показал ему песок, показал ему все прекрасное вокруг, но Авраам, мы люди, нам недостаточно. И Бог посылает к нему 3 ангела. У пастора есть классная проповедь, она так давно я проповедовала, называется «Ангелы в моем доме». У пастора больше говорил про гостеприимство, как важно принимать. Я думаю, что наша церковь гостеприимна, поэтому пастору можно не проповедовать, да, в этом аминь. Вот, но мне нравится, что это в Бытие, сейчас скажу, каком. Это 18 глава, что когда сидел Авраам под деревом, да, к нему пришло 3 странника. Вот сейчас я хочу просто зачитать эту фразу. Вот, увидев их, он подбежал от входа в шатер, навстречу поклонился до земли. «Если я нашел милость в твоих глазах, владыка, то не пройди мимо твоего слуги. Пусть принесут много воды, чтобы вам вымыть ноги и отдохнуть». В общем, знаете, Авраам дал полностью all-inclusive для этих 3 странников. Он позаботился дать самое лучшее. И, знаете, я думаю, история Авраама, на самом деле, она учит нас, как важно Богу давать все самое лучшее. И знаете, и мне нравится то, что когда я знаю, что в проповеди Паша тоже об этом говорил, я просто помню почему-то эту проповедь, вот, то, что как важно, когда мы принимаем людей, знаете, видеть в них ангелов и давать самое лучшее.
Вот, потому что каждый раз, когда мы принимаем людей, да, мы принимаем ангелов, мы принимаем Бога в своей жизни и в своем доме. И он отдал все самое лучшее, что у него было. Авраам пошел в шатер к Саре и сказал: скорее достань 3 саты лучшей муки, пеки хлеб, давайте там, суетитесь. И тут они поели, и они стояли рядом под деревом. «Где твоя жена?» — спросили они. «Там в шатре», — ответил он. Тогда Господь сказал: «Я непременно вернусь к тебе в следующем году, примерно в это же время, и у Сары, твоей жены, будет сын». Дальше мы знаем, что Сара посмеялась, но важно то, что через год, когда они вернулись, уже бегал Исаак, да, вот. И знаете, как важно, чтобы нам нужны ангелы в нашем доме. Нам нужны ангелы в наших отношениях с Богом. И знаете, ангелы в нашей жизни выступают в виде лидеров, друзей. Когда наша семья была очень сложной, кто-то знает ситуация, и для меня ангелы, это, знаете, это не были какие-то существа с ангелами, да, для меня ангелы были шостаки, для меня ангелы были спарыши, для меня ангелы были пасторы, были друзья, которые писали мне, которые поддерживали меня. И знаете, как важно в нашей жизни иметь таких людей, которые будут как ангелы приходить и напоминать о Божьих обетованиях в нашей жизни. Поэтому, знаете, когда люди говорят: да зачем мне церковь? Мы не сможем без церкви, мы не сможем без этих ангелов. Смотрите, мне нравится Авраам, который видел Бога, и, знаете, Бог с ним говорил напрямую. Я думаю, мало кто из нас может так этим похвастаться, чтобы Бог прям проговаривал, да, вот так прям конкретно. Авраам слышал Бога, и все ему было сложно. Он говорил: Господь, да, мне нравится, как пастор в прошлый раз говорил, он не говорил так, типа вот: Бог, хотелось бы сына, он такой: а шо уже? Господь, мне ничего не надо. Да, вот у него настолько были доверительные отношения с Богом, что, но Бог ответил, да, аминь. Но нам важно иметь этих людей вокруг, нам важно иметь церковь, нам важно иметь эти связи, потому что мы когда с Аней разговаривали о том, как, в общем, там наша семья проходила это все, да, как так получилось, как мы восстанавливались, я не знаю, что бы я делала, честно, без друзей и без церкви в этот момент. Просто, потому что ты мало, когда у тебя совсем все плохо, когда у тебя совсем все тяжело, ты молишься, но сколько ты молишься? А когда ты молишься, и когда Бог не отвечает на 3-ю, 5-ю молитву, да, ты перестаешь молиться. Кто такой, как я? Ты такой: а смысл? Знаете, чаще всего это так бывает. Но так важно иметь людей, которые будут приходить, да, и говорить, что через год, да, вот как это были ангелы, да, ты увидишь результат. Поэтому, знаете, церковь, нам очень важно иметь этих ангелов в своей жизни. Я буду заканчивать. Я бы сегодня хотела, знаете, чтобы все равно мы помолились с вами. Я хотела, чтобы мы помолились за 2 темы. Первое — это то, что об обетованиях, если в твоем сердце, в твоей жизни нет этого слова от Бога, но ты хочешь его, ты хочешь иметь этот стержень, потому что я, когда говорю о том, что оборачиваюсь, понимаю, что я большую часть своей жизни с Богом, это не хвастовство, знаете, типа вот. Нет, это вообще не... Я напоминаю себе о том, что мы столько всего прошли с Богом, а кто-то здесь больше 20-30 лет с Богом. И знаете, что держало? Это слово от Бога. Потому что Бог, мне нравится история Авраама, потому что 9 раз, но были промежутки времени, были года, когда Бог молчал. И Авраам день у день, да, каждый день вставал, просыпался, он делал свои дела и ожидал. Он ожидал то, что Слово Божье исполнится в его жизни. Но как важно иметь это Слово. И если ты его не имеешь, я хочу, чтобы мы сегодня молились об этом. И вторая тема. Если ты чувствуешь, что в твоей жизни есть эти ограничители, если ты чувствуешь, что тебе нужны эти ангелы, которые должны прийти, чтобы пришли, помолились за тебя, если ты чувствуешь, что есть в твоей жизни, ты ощущаешь, да, что ты слаб в чем-то, что тебе нужна поддержка, я хочу, чтобы мы тоже об этом молились сегодня. Потому что церковь, знаете, иногда мы как уменьшаем значимость молитвы за людей, друг за друга. Но мне нравится, что когда мы осознаем свою слабость, когда мы осознаем, Бог
действует, Бог приходит, только в те моменты. Потому что до того момента, пока ты стоишь, и ты говоришь, мне это не надо, это гордость. А Бог говорит, что Он гордым противится. И я не хочу, чтобы мы были церковь гордецов. Я хочу, чтобы мы были церковь, которая любит Бога, которая нуждается в Нем, которая сокрушается, да, которая ожидает. Мне нравится место из Писания. Кто постарше, может, знаете, была такая старая песня, ее Кочкин пел. «Не отпущу тебя, пока не благословлю тебя». Это место из Писания, я не помню, где именно конкретно, может, Алина Федоровна подскажет. Вот. Но мне так нравится эта песня. Господь, не отпущу тебя, пока ты не благословишь. Я не отпущу тебя. И знаете, мне нравится это, когда я была там подростком, говорили, что Иисус ходит, да, между рядов, да, Он здесь. Вот. И так важно не пропустить Его, так важно не упустить этот момент встречи с Ним.